Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Добрый вечер. В начале выпуска коротко о главном. Главная кредо – требовательность и исполнительность. Президент представил кабинету министров нового руководителя. Изучили спрос и принялись за дело. В Гулрыбше строится первый в Абхазии мясоперерабатывающий завод. Носороги на Сухумской сцене в Абхазском театре с большим успехом прошла премьера спектакля по одноименной пьесе Эжена Ионеско. Сегодня президент Рауль Хаджимба представил кабинету министров Абхазии нового премьер-министра Геннадия Гагулия. Рауль Хаджимба поблагодарил Беслана Барцыц за работу и пожелал удачи новому руководителю правительства. Репортаж Ирины Аршпа. Буквально накануне указом президента Беслан Барцыц был освобожден от должности премьер-министра Абхазии, а новым руководителем кабинета министров назначен Геннадий Гагулия, которого сегодня глава государства представил членам правительства. Это процесс рабочий. Да, есть определенные успехи, есть ошибки, огрехи в работе кабинета министров. Те вопросы, которые требуют безотлагательного решения, будут уже новым руководством определяться ориентиры решения этих задач. Вопрос дисциплины. Откровенно вам скажу, это не касается только кабинета министров. В целом в стране у нас очень низкая исполнительная дисциплина. А это не может сказаться на наших с вами делах. Рауль Хаджимба поблагодарил Беслана Барцыц за работу и выразил уверенность, что его опыт будет полезен в другой должности. Беслан Барцыц в свою очередь отметил, что прошедший год был непростым. Много удалось сделать, многое еще предстоит реализовать. Он выразил уверенность, что опыт и знания нового премьера дадут хороший результат. Хочу прежде всего поблагодарить вас за ту работу, которую мы с вами делали на протяжении последних 1,5 лет. Это были непростые времена, многое получилось, есть то, что нужно продолжить. Я думаю, что, учитывая опыт и знания Геннадия Леонидовича, принесут тот результат, который ждет от нас всех глава государства. Есть определенные ситуации, когда необходимо принимать решения в интересах государства, отметил Геннадий Гагулия, обращаясь к коллективу. Новый премьер выразил надежду, что совместными усилиями удастся решить все поставленные руководством страны задачи. Мы строим государство. В этом государстве мы все вместе солдаты. Есть у нас командующие. Мы вместе будем работать. Все, что сделано до этого Беслана Константиновича, никто тут не оспаривает. Требования всегда одни и те же. Мы должны делать нашей Родине все, что ей необходимо. Если какие-то упущения будут, есть президент, который нас поправит. Требовательность и исполнительность – это главное кредо у нас было и всегда будет. Геннадий Гагулия не первый раз возглавил кабинет министров Абхазии. Впервые премьер-министром он был назначен в 1995 году и проработал в этой должности 2 года. В следующий раз главой правительства страны Геннадий Гагулия был в 2002-2003 годах. Затем был руководителем администрации президента, а с 2005 года являлся президентом Торгово-промышленной палаты Абхазии. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. А сейчас о новых назначениях. Сегодня Рауль Хаджимба подписал указ о руководителе администрации президента Республики Абхазия. Согласно указу, Даур Аршба освобожден от должности руководителя администрации президента в связи с переходом на другую работу. Тем же указом руководителем администрации президента назначен Беслан Барцыц. Сегодня же президент Рауль Хаджимба подписал указ о первом вице-премьере Республики Абхазия и назначил на эту должность Даура Аршба. Сегодня в парламенте Абхазии под председательством Дмитрия Дбар состоялось заседание депутатской комиссии по контролю ситуации с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в республике. В работе комиссии приняли участие первый заместитель министра внутренних дел Казбек Кишмахов, начальник УКОН Рустам Мархоля и начальник следственной части Генпрокуратуры Альберт Шевхужев. На заседании речь шла об ужесточении меры уголовной ответственности за распространение наркотических средств. В частности, депутаты предлагают внести изменения в административный и уголовный кодексы, а именно ужесточить наказание за распространение тяжелых видов наркотиков. При этом за употребление легких наркотических средств, как марихуаны, депутаты предлагают ввести административное наказание.
Речь идет именно о распространителях наркотических средств. По закладчикам, так называемым, по поставщикам наркотиков, только по них. А послабление по слабодействующим наркотикам, по марихуане, чтобы человек не уголовную ответственность нес, а административную ответственность нес. Человек, у которого при себе находится 4 грамма, на него уже распространяется уголовная ответственность. Мы это хотим убрать, и чтобы распространялась административная ответственность или штраф. И увеличить нижнюю планку до определенного какого-то предела, потому что они еще должны руководствоваться и граммовкой тоже. То есть марихуана идет послабление, ужесточение идет сильнодействующих вплоть до пожизненного заключения для распространителей. Сегодня более чем в 50 странах мира, включая и нашу республику, отмечают День адыгского флага. В Сухуми общественная организация «Амч» подготовила ряд праздничных мероприятий. Саид Джарсали расскажет подробности. 25 апреля по традиции в республиках Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, а также потомки черкесских иммигрантов более чем в 50 странах мира отмечают День адыгского флага. В этот день традиционно организуются праздничные мероприятия. В Сухуми в честь праздника общественная организация «Амч» организовала культурную программу адыгского этнокультурного вечера. Мероприятия начались с возложения цветов к мемориалу в Парке Славы, в котором приняли участие сотни школьников и взрослых. В нашей организации есть направление по разработке этнокультурных вечеров. Мы решили, что будет очень символично, если мы адыгский этнокультурный вечер проведем именно в день адыгского флага. Мы разработали мероприятие, первым пунктом от которого есть возложение. Участвовать в этом пункте, даже если он начинается очень рано, очень важно, потому что мы отдаем дань нашим традициям, людям, которые положили свои жизни во благо нашего будущего. Поэтому мы максимально хотели привлечь население страны. Я так чувствую, что за спиной полощутся два флага, под абхазский и адыгский. Это было и в войну. Ребята, которые пришли оттуда воевать, они пришли со своими флагами, и здесь они взяли в руки наши флаги вместе. Эти два флага были символами борьбы за спасение абхазского народа. И поэтому это надо помнить. Мы должны быть вместе, а поодиночку мы можем исчезнуть с лица земли. Далее мероприятие продолжилось в Государственном комитете Республики Абхазия по репатриации. Поздравляя с Днем адыгского флага всех присутствующих, председатель Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации Бислан Бар отметил, что адыгский флаг – это яркий символ неистребимости свободолюбивого духа горских народов Кавказа. Богатейшую историю имеет адыгский флаг. Популярное среди черкесов знамя с изображением 12 пятиконечных звезд и 3 перекрещенных стрел принято выводить из исторической ситуации XIX века. Флаг придуман для черкесов как символ независимой Черкесии в Кавказской войне, к созданию которой стремились в Великобритании. О значении адыгского флага во время Отечественной войны рассказал герой Абхазии, доброволец из Адыгеи Эдуард Казаноков. Я буду говорить о том, что нигде никогда не говорится, в знак уважения к вам, молодым ребятам. Первое. Вот этот флаг исторически, правильно все было сказано, в Кавказскую войну, он был действительно принят так, но на современном этапе флаг, который стал флагом Государственной Республики Адыгея, был сшит под руководством Адама Хуаде, человека, который был организатором добровольческого движения в Абхазии на всем Кавказе. Когда Адама Хуаде предложили не идти в бой, потому что он был командир всех, он сказал: я должен своим примером показать, как должен себя вести мужчина-адыг. Он в первом же бою погиб. Присутствующим был показан документальный фильм «Черкесия», который посвящен ее истории и культуре. Впервые о черкесском флаге упомянул в своей книге «Путешествие в Черкесию, Крым, Татарию» английский путешественник Эдмунд Спенсер, который находился в Черкесии в 30-х годах XIX века. В 1992 году черкесский флаг был утвержден как государственный флаг Адыгеи. В рамках мероприятия адыгского этнокультурного вечера музыкальное шествие с площади имени Сергея Багапша, выступление инструментального оркестра, обрядовые пляски адыгского народа, абхазские национальные танцы и танцы народов Кавказа у Театральной площади. Саид Джарсаля, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.
В рамках программы льготного кредитования крупного и среднего бизнеса в Абхазии кредитуют инвестиционные проекты. Одним из них является проект компании «Зарубежкомплект», который представляет собой строительство в Гулрыбском районе первого в Абхазии завода по производству мясной продукции. На объекте сегодня побывали наши корреспонденты. Репортаж Алики Трапш. В рамках программы льготного кредитования компания «Зарубежкомплект» осуществляет строительство завода по производству колбасно-сосисочной продукции в Гулрыбском районе. Здесь планируется производить копченые и сырокопченые мясопродукты, вареную колбасу, сосиски и сардельки. Вся произведенная продукция будет реализована на внутреннем рынке Абхазии. По поручению президента Республики Абхазия в нашей стране реализуется программа льготного кредитования среднего и крупного бизнеса. Эта программа направлена на реализацию инвестиционных проектов в сфере развития реального сектора экономики. Таким примером является строительство мясного завода, на котором мы сейчас присутствуем, и его реализация также стала возможна благодаря этой самой программе. Здесь стоит отметить, что деятельность завода будет ориентирована в первую очередь на местный рынок Абхазии, поэтому для нас это имеет наибольший интерес, потому что у нас отсутствует предприятие такого характера, и это будет первый завод, который займет свою нишу на нашем рынке. Благодаря реализации этого инвестиционного проекта будет создано до 34 рабочих мест. Производственная мощность предприятия за одну смену будет составлять 5000 килограмм готовой продукции, из которой 45% вареная колбаса, 25% копченые и сырокопченые мясопродукты, а сосиски и сардельки составят 30%. Учредитель предприятия Руслан Анкваб рассказал, что идея строительства колбасно-сосисочного завода зародилась еще 5 лет назад. Только после изучения количества импортируемых мясных продуктов в Абхазию и спроса продукции местного производства было начато строительство завода. Мы начали рынок изучать. Колбаса, сосиски в Абхазии около 2000 тонн заходит и импорт. Это в денежном эквиваленте около 300 с чем-то миллионов рублей. Потому что это рынок как бы свободный для абхазского бизнеса. И мы занимались, значит, вот сколько магазинчиков и самих гастрономов начали изучать. Ну, мы изучили эту тему, и неплохо изучили. Так начали работать. Строительство завода еще год назад начала сухумская компания «Градстрой». Общая площадь объекта 500 квадратных метров. Сейчас объект находится на завершающем этапе строительства. Осталось подвести электричество и водоснабжение, а также установить двери, окна и залить пол, а после начать установку оборудования. Общая стоимость проекта по строительству завода по производству колбасно-сосисочной продукции составляет около 55 миллионов рублей. Кредит предоставлен Московским инвестиционным агентством сроком на 5 лет. Из этой суммы освоено уже более 52 миллионов рублей. Запустить предприятие планируется в августе текущего года. Алика Трапш, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. В Абхазском драматическом театре с большим успехом прошла премьера по пьесе Эжена Ионеско «Носороги». О философии носорогов, об актуальности сюжета пьесы, об ожиданиях и впечатлениях абхазского зрителя в репортаже Ренаты Шакая. Наш главный посыл – это зритель. Все же, да, не будем о нем забывать. Все, что мы делаем, это для него. Любая мысль, любая эмоция, любой текст, он направлен зрителю, он посвящен ему. С этими пожеланиями, с Богом, ни пуха, ни пера. 20 актеров на абхазской сцене, 1,5 часа без антракта. И все это на одном дыхании. Именно так зрители прожили всю историю, поставленную в Абхазском драматическом театре по пьесе Эжена Ионеско «Носороги» режиссером Мадиной Аргун. Очень трепетно мы сами, весь актерский состав, весь творческий состав и рабочий состав, в общем, весь театр очень ответственно, планомерно подходил к этому дню, и, наконец, этот день вот наступил. И сейчас, конечно, мы можем только ожидать реакции зрителя. Это в нашем театре сегодня праздник, и мы хотим подарить нашему зрителю подарок в виде носорогов. Жизнь на сцене течет привычно, неторопливо. Из музыкального автомата льется музыка. Джентльмены, сидя за столиком в кафе, ведут бесконечный разговор. Размеренная жизнь вдруг нарушается сообщением о том, что в городе появился носорог. Постепенно носорогов становится все больше. В них один за другим превращаются жители маленького городка. И лишь один слабый, безвольный субъект не поддается всеобщему оносороживанию.
Абсурдность событий, изображенных драматургом Эжен Юнеско, подчеркивает остроту мысли автора, выступающего против обезличивания, лишения индивидуальности. Произведение этого драматурга похоже на головоломку, так как ситуации, характер и диалоги его пьес напоминают скорее ассоциации и образы сна, чем реальности. Но как можно истолковать эту притчу? В чем же заключается смысл массового оносороживания в произведении и сопротивления главного героя? Что скрывает в себе метафора ЮНЕСКО? Все это актеры Абхазского театра смогли донести до зрителя. Молодому актеру Алясу Кулбаю досталась роль старика, но по его собственному признанию роль далась ему нелегко. Это моя не первая роль. Я еще учась в Санкт-Петербурге, играл много ролей, в принципе, мне давали. Я играл Чаплина. Мы ставили еще пьесу Фазиля Искандера «Джамхох, сын оленя». Играл главную роль там Джамхоха. Ну, тоже было сложно, конечно. Роль старика. Вообще, эта роль очень сложная для меня. Почему? Потому что я первый раз играю эту роль, а как-то вот на протяжении этих месяцев, да, вот мы работали много, и как-то вот мне было очень сложно вжиться в эту роль. Идеи пьес Эжена Юнеско часто укладываются в фантастическую формулу, но чтобы развернуть их в сценарическое действие, постановщику требуется богатая фантазия и техника психологического театра. И то, и другое у Мадины Аргун получилось. Об этом говорят самые главные судьи – зрители. В шоке еще. Умничка Мадина. У нее вообще какие-то глубокие, необыкновенные у нее всегда спектакли. Умничка. Отлично. Большое удовольствие. Спасибо большое. Отлично. Просто восхищение большое. Легко ли оставаться самим собой в мире, где торжествуют коллективные истины? Может ли один не попасть под власть большинства? Это вопросы, на которые зритель сможет получить ответы, посетив спектакль «Носороги» в Абхазском драматическом театре. Рената Шака, Артур Каланди, Абхазское телевидение. Делегация Министерства по курортам и туризму Республики Абхазия принимала участие в работе 6-го международного туристического форума «Большой Урал-2018» в Екатеринбурге. Делегацию возглавлял заместитель министра по курортам и туризму Астамур Ахва, который сегодня на брифинге рассказал журналистам об итогах поездки. В рамках форума состоялись презентации новых туристских продуктов, конференции, круглые столы, семинары, международные конкурсы профессиональных резюме «Формула гостеприимства», информационные туры по туристским объектам Свердловской области. Впервые в рамках форума принимал участие руководитель ФИДЖЕТ Международной федерации журналистов, публикующих информацию о туризме в лице президента Тижани Хаддад. Как отметил заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамур Ахва, если в этот раз поездка абхазской делегации имела ознакомительный характер, то есть возможность в следующий визит показать весь потенциал нашей страны. Мы обсудили также, что в ближайшее время обратно посетим и уже будем презентовать те программы, которые есть. То есть осенние, весенние, летние. Они сейчас тоже подберут для нас график и для нас подготовят аудиторию, то есть имеется в виду побольше туроператоров, турагентов. И здесь мы, конечно, должны подготовиться еще более лучше и как-то должны предоставить те программы, которые сейчас то, что мы не смогли показать. Большой Урал-2018 – деловая площадка, которая объединяет представителей туриндустрии, 2500 участников из 28 регионов России и 13 различных стран мира. Это не только профессионалы в сфере туризма, но и эксперты, журналисты, а также представители органов государственной власти и вузов. Участники абхазской делегации уверены, что подобные поездки необходимы для популяризации республики и ее туристического потенциала. Я хочу сказать, что на Урале нас знают мало. В Абхазию едут, но очень мало едут с Урала, очень мало едут с Екатеринбурга, Уфы. Все зависит от информированности. И то, что мы сейчас поехали и представили страну, и ее показали, мы представили ролик, презентации. Я очень много общалась с агентами, с туристическими фирмами в Екатеринбурге, и мы рассказывали про то, какие у нас есть достопримечательности, экскурсионные маршруты, куда люди могут поехать. Также рассказывали про отели.
Астамыр Ахба также отметил, что по указу президента Российской Федерации Владимира Путина с 10 июня по 17 июля в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу будут введены временные ограничения для экскурсионных автобусов, но частного транспорта это не коснется. Право на пересечение границы должны иметь владельцы экскурсионных автобусов, которые получат лицензии в Министерстве по курортам и туризму. При этом автомобили должны быть оснащены навигационной системой ГЛОНАСС. В целом, говоря о предстоящем курортном сезоне, замминистра по курортам и туризму Астамыр Ахба отметил, что более 80% объектов размещения туристов уже готово. Но конкуренция за российского туриста с такими странами, как Турция, Египет и другие, большая. На Алакове Роберт Ломия, Абхазское телевидение. Абхазские абитуриенты, поступающие в вузы МЧС России, приступили к сдаче экзаменов. Первое испытание – физподготовка. Прошло оно на республиканском стадионе. Об этом материал подготовлен пресс-службой спасательного ведомства страны. Данная программа разработана в соответствии с последними нормативами в системе общего и высшего образования России. В частности, определены ряд контрольных упражнений для поступающих на очную форму обучения и критерии их оценки. Экзамен состоит из 3 тестовых заданий. Они позволяют определить уровень физической подготовки абитуриентов, а их всего 12, в том числе 2 девушки. Первый этап – подтягивание на перекладине. Это тест для юношей. У кого-то получается лучше, у кого-то хуже. Для девушек предусмотрено отдельное комплексное силовое упражнение, к примеру, жим лежа. По завершению первого этапа экзамена по физической культуре юноши и девушки переходят на беговые дорожки стадиона. Здесь их ожидает 100-метровка. Команда на старт, рывок, и они стремительно несутся к финишу. Дорога каждая секунда. Третьим завершающим этапом экзаменационного дня становится кросс на 3000 метров. На данном стадионе эта дистанция равна 7,5 кругам вокруг футбольного поля. Задача не из легких, добежать до финиша удается не всем. Каждое тестовое испытание оценивается на основе бальной шкалы от 10 до 33 баллов. И по словам заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Саатбек Индия, для сдачи экзамена по физподготовке кандидату необходимо по итогам всех 3 этапов набрать не менее 30 баллов. Показатели по физподготовке будут суммироваться с результатами последующих экзаменов и психологического теста. Они пройдут в течение 2 ближайших недель и завершатся не позднее 15 мая. Из 12 абитуриентов студентами вузов МЧС России станут 6, набравших наибольшее количество баллов. Будут проводиться также экзамены по 3 предмета. Это физика, математика, русский язык. Сейчас проходит отбор абитуриентов по физподготовке. Последующие будут психологические тесты проводиться. Поступают на 12 кандидатов на 6 мест. 2 в гражданскую защиту, в Академию гражданской защиты, и 4 в противопожарную академию. Набор граждан Республики Абхазия в вузы МЧС России осуществляется с 2011 года. За это время их окончили 25 человек. На данный момент на очной обучаются 22 курсанта, на заочной форме обучения 10 офицеров МЧС Абхазии. Министерство здравоохранения Абхазии запускает кампанию по вакцинации населения против кори. Сегодня на брифинге представители Минздрава рассказали, почему важно пройти вакцинацию и детям, и взрослым. И чем опасна эта инфекция. Репортаж Ирены Джопуа. В канун Всемирной недели иммунизации Министерство здравоохранения Республики призывает население пройти вакцинацию против кори. Иммунопрофилактика – один из наиболее эффективных методов снижения инфекционной заболеваемости в мире, доказанный многолетним опытом. И этот вопрос очень актуален в нашей стране. По многим причинам охват общей иммунизации по Абхазии небольшой, и в любом регионе республики может произойти вспышка заболевания. Учитывая тот факт, что в соседних регионах зарегистрированы случаи заболевания корью не только у детей, но и взрослых. Главный санитарный врач республики Людмила Скорик отметила, что вакцина способна защитить только тогда, когда создан коллективный иммунитет, особенно от заболевания с таким высоким уровнем восприимчивости, как корь. Это вирусное заболевание, и процент контагиозности приближается к 100%. То есть один завозной случай кори может повлечь вспышку у нас в республике вплоть больших организованных коллективов, как я уже сказала, в 100% случаев.
Первый этап кампании Минздрава по иммунизации предусматривает проведение прививки детям, которые не были вакцинированы в предусмотренном для этой прививки возрасте. Далее вакцинация будет проводиться среди организованных коллективов, таких как таможенный комитет, пограничные службы, силовые ведомства, которые контактируют с приезжающими в страну людьми. В Сухуми довольно высокий уровень охвата иммунизации среди детей. Врачи со всей ответственностью подходят к вакцинации, внимательно следят за состоянием ребенка, а перед первой иммунизацией проводят необходимые анализы. Мы к каждому ребенку подходим индивидуально. Перед иммунизацией, конечно, ребенка смотрит врач. И перед первой иммунизацией делается и общий анализ крови, и УЗИ-обследование делается. Акция Минздрава продлится до конца мая. Любой желающий может бесплатно получить прививку от кори, обратившись в поликлинику. Ирена Джопа, Саид Агухава, Абхазское телевидение. Детская хореографическая студия «Кавказ» имени Кандита Тарба приняла участие в 12-м международном фестивале-конкурсе молодых исполнителей «Набережные Челны собирает друзей-2018». Юные артисты выступили очень успешно и заняли гран-при в номинации «Хореография». Художественные руководители студии Тамила Джалагоня и Тимур Аргун. Ну и в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидромедцентра, завтра в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха ночью плюс 8-13, днем 20-25 тепла. Температура морской воды плюс 13. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Абхазское телевидение продолжает свою работу.